Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Случайная пуля стала смертельной. Люди не знают, как обращаться с оружием. С какой стороны, извините, вот пулька вылетает, они не понимают. Как пневматический пистолет оказался оружием в руках школьника, о трагическом исходе Альбина Минибаева. Откровенно о резонансном. Мы копаем более глубоко, ни перед чем не остановимся. Чему прокуроры республики готовы дать самый жесткий ответ, узнал Дмитрий Аринин. Скрытая камера в дамской комнате. Я в шоке. Какой у меня может быть отношение? Для чего директор установил в школьном туалете видеорегистратор? Альбина Аслагараева. Пути в никуда. Ждем, пока поезд проедет пару секунд и проходим дорогу. Почему в этом году число пострадавших на железнодорожных путях выросло вдвое, узнал Рамиль Шайдуллин. Школьника спасти не удалось. Сегодня в ДРКБ скончался ученик из Нижнекамска, которого экстренно привезли в Казань с ранением из пневматического оружия. Инцидент произошел прямо в здании школы. Один из учеников принес пистолет, а уже другой выстрелил, будучи уверенным, что он не заряжен. Пуля попала прямо в глаз. Почему пневматика, которая у оружейников воспринимается как игрушка, стала смертельным оружием? Альбина Минибаева с подробностями. В Нижнекамской школе свинцовое молчание. Вылетевшая шальная пуля из пневматики оставила свой трагический след. Сегодня ученики узнали, что их одноклассник, которому по случайности выстрелили в глаз, умер в больнице. После инцидента в учебном заведении уже работают другие врачи, психологи. Дети в состоянии острого горя, подавленные, конечно, плачут. Близкий человек. В тот роковой день учеников не оставил равнодушным пневматический пистолет. Проверка полицейских показала, для детей это была игра. Кто-то из старшеклассников принес пневматику, а выстрелил уже другой. Он был уверен, что пистолет не заряжен. В итоге ранение в глаз получил их одноклассник. Его экстренно перевезли в ДРКБ. По неотложным показаниям была выполнена первичная хирургическая обработка ранения с герметизацией и восстановлением целостности глазного яблока. В связи с угрозой нарастания воспалительных изменений в глазном яблоке и угрозой его утраты было принято решение выполнить второе хирургическое вмешательство. Спасти жизнь мальчику не удалось, хотя перед смертью он 7 часов был в сознании. В итоге у школьника пошло осложнение. Синдром Ашнера. Случай редкий, 1 к 1000. Дальше остановка сердца. Заложены связи, опосредованные через центральную нервную систему между глазным яблоком, структурами орбиты и сердцем. И есть такое грозное осложнение, когда в результате вот этого воспалительного процесса может произойти внезапная остановка сердца, что и имело место в данной ситуации. Как пневматика оказалась в руках школьника, предстоит разобраться следователям. Хотя факт неудивительный, пневматика даже не оружие, говорят эксперты, и приобрести его может любой. Лицензированию подлежит пневматика, которая используется охотниками. У такого вида оружия дульная энергия больше 7,5 джоуль. Все другие виды в свободной продаже. При желании пневматику можно купить и в детском магазине. Только в неумелых руках такая игрушка превращается в орудие убийства. То есть люди не знают, как обращаться с оружием. С какой стороны, извините, вот пулька вылетает, они не понимают. Как его держать правильно, куда направлять. Это взрослые люди не знают. Что вы от ребенка хотите? Если у него родители этого не понимали, естественно, они ему это не сказали. Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки. В самом Нижнекамске инцидент назвали вопиющим. Педагогу, который следил за классом, грозит дисциплинарное наказание. Альбина Минибаева, Андрес Антальцев, Альбина Габдуллина, Даниил Кенджаев. ТНВ, Казань, Нижнекамск. В поиске виновных в ситуации с Татфонбанком прокуроры республики не остановятся ни перед чем. Об этом сегодня заявил Илдус Нафиков на встрече с журналистами. Прокурор Татарстана ответил на вопросы по целому ряду резонансных тем последнего времени. Как собирается пресечь возвращение казанского феномена и группы смерти из соцсетей, узнал Дмитрий Аринин. Там, где человек страдает, мы тоже должны принять все меры. Пожалуй, самая многострадальная тема последних дней – Татфонбанк. Сейчас по работе его дочерней инвесткомпании ТФБ Финанс возбуждено уголовное дело. По подозрению в хищении денег арестованы 3 руководителей ТФБ Финанс, а также зампредседателя правления Татфонбанка. Есть доказательства, все 4 причастны к совершению преступления. Но это еще не конец, там продолжение будет. Поэтому мы копаем более глубоко.
ни перед чем не остановится в плане установления виновных должностных лиц. Ответ будет самым жестким. Еще одна громкая история последних дней – незаконные дома цыган в селе Айша и высказывание, которое якобы прозвучало из уст главы Зеленодольского района. Я процитирую одно, чтобы было понятно. Если покажете мне хотя бы одного цыгана, который заработал свои деньги, то это будет приятно. В музей поставим. Если вот так прозвучало в таком ключе, это, конечно, недопустимо. Я поручаю, Илья Камильевич, посмотрите, все это проверьте, пожалуйста. Но если они нарушили закон, мы будем спрашивать с них по всей мере, с любого человека, будь он цыганин, русский, татарин. Жестко пресечь, люди в синем готовы возможное возрождение так называемого казанского феномена. Группы все равно спящие есть, спящие ячейки, или действующие эпизодически. Всегда пробудиться может монстр, поэтому вовремя надо принимать упреждающие меры, вовремя отсекать. Вместе с монстром прошлого обуздать собираются и гидру современности. Всевозможные группы в соцсетях, что толкают людей на самоубийство. Это явление новое, и поэтому в законе оказалось так, что адекватного ответа практически нет, но мы нацеливаем в этом случае правоохранительные органы на применение статьи 110 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Еще те, кто надзирают, благодарны тем, кто обозревает средством массовой информации. Сегодня отметили нашу коллегу Гульнару Тимуршину. Фото на память. Фильм студии ТНВ Продакшн «Уроки адмирала» получил грамоту генерального прокурора России. Это действительно достижение для нашей группы, прежде всего творческой группы. Мы сегодня поставили себе новую планку работы. Мы знаем, что следующие фильмы должны быть интереснее, глобальнее, масштабнее, круче. Беззаконию спуску не давать призывают и всех граждан. Для жалоб в прокуратуре двери всегда открыты. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Пути неисповедимы. Только с начала этого года в Татарстане на железной дороге погибли 3 человека, а пострадавших гораздо больше, если сравнивать с прошлогодними показателями. Свою лепту внесли нарушения и новые молодежные увлечения. Как беспечность увеличивает смертность, расскажет Рамиль Шайдулин. Сейчас здесь переходите или нет? Когда выношу мусор, иду вот сюда. Вот сюда, это поперек железной дороги. Напрямки из дома выкинуть мусор Фагиль Гильманшин идет через железнодорожные пути, экономя время и расстояние, игнорируя подземный переход. Вот чтобы его войти, мне нужно пройти лишних 700 метров. По правую сторону от перехода местными утоптаны 2 перехода самодельных. Пустуют лишь когда на путях появляются поезда. Ждем с краю. Ждем, пока поезд проедет пару секунд, и проходим дорогу. Состав стремится к станции Компрессорная. В сутки на ее платформу поднимаются от 700 до 800 пассажиров. Без билета никого не пропускаем. Отъезжающие и прибывающие сегодня участники акций. Молодежный актив железной дороги обращается к старшим и своим сверстникам. Сегодня мы пытались донести до пассажиров, людей, которые ежедневно пользуются железнодорожным транспортом, о том, что зона повышенной опасности, она рядом. Опасность на путях поджидает уже при самом выходе на платформу, где из-за невнимательности можно просто оступиться. Но в этом году такая беспечность все чаще оканчивается трагически. За 2 месяца пострадавших на путях стало вдвое больше, чем за январь и февраль прошлого года. Причины – нарушение требований безопасности. Ради забавы на станции Свияжск татарстанцы зацепились за уходящую электричку. Так называемый зацепинг уже унес несколько жизней. Один спрыгнул удачно, один неудачно, получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Плачевные последствия от беспечности – бич 2 первых месяцев. Поменяется ли тенденция, покажет продолжение года. Профилактические акции продолжатся в вузах, колледжах и школах. Рамиль Шайдулин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Реалити-шоу районного масштаба. Резонансный случай произошел в школе поселка Старое Абдулово. Здесь директор учебного заведения установил видеокамеру в женском туалете. Видеорегистратор обнаружила сотрудница школы. Теперь руководителю школы грозит реальный срок. По версии следствия, он тайно снимал персонал и учениц в туалете. Мужчина свою вину признал, но как же он объяснил свое поведение? Альбина Салгараева продолжит тему. Эта история стала известна еще в сентябре. В школьном женском туалете был обнаружен видеорегистратор, аккуратно спрятанный под раковиной. Выяснилось, прибор установил директор школы. Новость сразу разнеслась по селу. Виновник нашел объяснение. Весьма странное. Почему он так сделал, видеокамеру установил? Ну, не знаю, он сказал, что это засоряет туалет. И хотел узнать, кто засоряет.
Мужчина пришел в эту школу сразу после окончания вуза. Проработал здесь много лет. Сначала преподавал физику и другие точные науки, потом повысили до директора. Стаж большой, ранее нареканий к персоне не имелось. На новость о скрытой съемке жители поселка отреагировали по-разному. Я в шоке. Какое у меня может быть отношение? Ожидали от него такое? Нет, зачем? Нет, не ожидала. Хороший человек, да? Хороший человек. С родом из нашей деревни. Семья здесь хорошая. Я не слышала такого, никогда не видела. Классным руководителем был прекрасный человек, работал хорошо. По материалам дела видеорегистратор снимал в туалете педагогов, технический персонал, учениц. После этого директор отсматривал видеоматериал. По результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме и показал, что таким образом пытался установить, кто в школе засоряет унитазы. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», а также превышение должностных полномочий. В настоящий момент мужчина отстранен от работы, находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд. Альбина Слугараева, Гудель Шигапова, ТНВ, Тукаевский район. Гололед, сильный ветер и снег обещают синоптики в предстоящие выходные татарстанцам. С 18 по 22 февраля ожидаются метели с мокрым снегом и ухудшением видимости. При этом значительно потеплее, днем до -1,6 градусов. На дорогах снежные заносы и каша. ГИБДД рекомендует без крайней надобности не выезжать на трассы. Время и нервы оставляют нижнекамцы в отделении судебных приставов. Людям приходится отстаивать многочасовые очереди, чтобы попасть на прием. Кто-то приходит снять арест, кто выяснить, как попал в список должников. А вот гарантий, что успевает зайти в заветный кабинет, нет. Как отреагировали в головном офисе на ситуацию, выясняла Елена Веселова. Длинные очереди и уставшие от многочасовых ожиданий горожане. В приемные дни яблоку негде упасть в здании судебных приставов. И такая картина здесь уже не первый год. Нижнекамцы оккупируют двери приставов с раннего утра. Ситуация у всех разная, а вот проблема одна – долгое ожидание. Арест снимается по долгам, а списания продолжаются. Приходишь сюда, по 2 очереди выдерживаешь. Сначала бланки взять, потом вторая очередь – это чтобы бланки отдать, они сюда не вытаскивают. И непонятно, сколько ждать, когда вернут эти деньги. 7 лет я хожу сюда, да, начальник у них меняется, это, не знаю, я 4-й, 5-й начальник, приставы меняются. 4 часа уже с этим очередь получается. И не примут сегодня? А много еще? Очень много. Вот, посмотрите сами, не движется. Те, кто занял очередь в 7 утра, в лучшем случае попадают на прием после обеда. В худшем не попадают вовсе. Те же, кто остался недоволен визитом к приставу с жалобой, отправляются к начальству. Но и чтобы выразить недовольство, придется запастись терпением. Приемное время у нас вторник-четверг. Все идут с наплывом и создаются такие очереди. А может быть, рабочее количество приемных дней увеличить? Это же не от нас зависит количество приемных дней. Это установлено по Российской Федерации. Прием граждан. Ну вот вы сами как думаете, это спасет ситуацию? Спасет то, если граждане сами начнут оплачивать свои долги. Сегодня ситуацию в Нижнекамске нам прокомментировали в Республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов. Обсуждается вопрос о том, чтобы разделить Нижнекамский отдел на 2 отдела для того, чтобы улучшить управляемость отдела и в том числе решить вопрос об улучшении условий для приема граждан. Пока вопрос решается, нижнекамцы, не дождавшись приема и ответа, идут прямиком в прокуратуру. Елена Веселова, Светлана Звонарева, Ренат Харасов. Новости Нижнекамск. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем пойдет речь далее. По льду с ветерком. Такое количество техники, вот на моем веку я такого еще не видел. Новые снегоходы оценила Александра Севастьянова. Вижу цель, иду к ней. Представляете, что вас на что-то позвал Путин. И если вы скажете, нет, честно, у меня нет времени, у меня сегодня вечеринка. Чему учат организаторов мероприятий со всего мира в Казани? Лина Зинатуллина. Сегодня рабочий день Рустама Минниханова прошел в Москве. Президент принял участие в заседании Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия». В таком составе бюро собралось впервые после прошедшего в январе в Москве съезда партии. Сегодня руководители высшего органа партии рассмотрели 23 партийных проекта. По плану Бюро Высшего Совета теперь будет собираться ежемесячно для более эффективной совещательной работы.
Двойной юбилей и поздравления. Сегодня в новом здании Института истории имени Марджани чествовали легендарного человека, бессменного руководителя Рафаэля Хакимова. Ему исполнилось 70 лет. Так совпало, что и учреждение тоже отмечает круглую дату – 20-летие. За 20 лет Хакимов воспитал новое поколение ученых-историков, а сам Рафаэль Сибгатович сыграл не последнюю роль в становлении и развитии нынешнего Татарстана. Поздравить юбиляра приехал госсоветник Республики Минтимир Шаймиев. Я знаю, какое ваше жизненное кредо и что за вы личность и человек. Потому что для меня это человек, с которым я 18 лет проработал вместе, самые сложные годы. Я пригласил вас быть моим советником. Сегодня даже могу народно, как говорится, поблагодарить вас еще раз. Вы сыграли огромную роль в становлении нового Татарстана. Один из главных трудов, которому посвятил свою жизнь Рафаэль Хакимов, это издание первого в мировой науке фундаментального научного труда «История татар с древнейших времен». Издано 7 томов. Сейчас издание переводится на английский язык, а в апреле в Оксфорде состоится презентация семитомника Хакимова. Вы знаете, вот гений первого президента Республики Татарстан Шаймиев Тимир Шарипович в те годы ярко проявилось и в том, что он сумел увидеть Хакимова Рафаэля Сибгатовича и превратить его атом в мирный атом. Потому что человек, обладающий столь высокими качествами, талантом, острый ум, любовь к своему народу, впитанный с молоком матери. Искать новые инвестиции, повысить квалификацию врачей. Такие задачи сегодня поставил Фарид Мухаммедшин на сессии Мензелинского района. Спикер парламента высоко оценил хорошие показатели района по многим параметрам, но отметил, что Мензелинск сейчас на 70% дотационный. О насущных проблемах и достижениях Салават Мухаммадуллин. Салат, макароны, По заданию президента школьная столовая – обязательная остановка рабочей поездки. Разнообразное меню, большое помещение, замечаний нет. А следующий пункт остановки – мебельная фабрика. Вот уже 10 лет здесь собирают необычные детские кровати в виде автомобилей. В 2007-м на фирме работали всего пара человек. Сегодня их почти сотня. География реализации по России, по странам СНГ. И вот в том году мы уже проработали прорубили окно в Европу. И таких предприятий должно быть больше, заключил Фарид Мухаммедшин. На сегодня Мензелинский район на 70% дотационный. Из демографии непорядок и инвестиционный климат хромает. При этом местные жители вручили спикеру парламента петицию. Протестуют против строительства свинокомплекса возле села Коноваловка. Спикер парламента посоветовал 1000 раз подумать, прежде чем отказываться от стройки. С полей инвестиционных Фарид Мухаммедшин оценил поле сельхозпродукции, но уже в Актанышском районе. Я не знаю, что такое мулат. Речь идет о гибридном виде птицы. Она и вкусная, и полезная. Сельхозпродукция и сельские жители – приоритетные направления работы района. Средняя зарплата за год в Актаныше выросла на 7%. Председатель Госсовета призвал разработать комплекс мер для дальнейшей поддержки сельского населения. Елена Новгородцева, Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, ТНВ, Актанышский район. Задержания браконьеров теперь будут проходить с ветерком. Транспортный парк отдела рыбоохраны Татарстана сегодня пополнился новыми снегоходами. Быстрые, современные, дорогостоящие. В год экологии инспекторы нацелены серьезно. О том, как теперь незаконных ловцов ловить будут, Александра Севастьянова. Давайте. Как снежные барсы, снаружи красивые, внутри опасные. Погоня на таком транспорте охоту незаконно наживаться на государственных водоемах отобьет быстро. 8 новых снегоходов проспонсировал бюджет республики. Теперь браконьеры точно не уйдут. Максимальная скорость новых снегоходов 120 км в час. Раньше инспекторы о таком могли только мечтать. А ведь случаи действительно были, говорит Сергей Шныриков, 30 лет на воде, сотни задержаний за спиной. И самые обидные, когда браконьеры издевательски подпускают инспектора ближе, чем на 100 метров, заводят снегоход и уезжают. Раньше за лихачами, охранникам водоемов на своих двоих было не угнаться. Техническое преимущество теперь на стороне закона. Сегодня мы получаем такое количество техники, вот на моем веку я такого еще не видел, грубо говоря, как вам сказать, 8 сразу снегоходов. Это позволит и мобильно работать, естественно,
под контролем будет большая территория. А это не помешает. Сейчас на одного инспектора в Татарстане приходится сотни квадратных километров. Оснастить транспортный парк поручил Рустам Миниханов на Совете Безопасности. К сожалению, у нас много проблем. И такое решение было принято, чтобы эту ситуацию сломать, все-таки защитить. Проблемы все же остаются. Например, с кадрами. Таких инспекторов по Татарстану всего 12. Конечно, привлекается к работе и общественность. Но расширить штат не помешает, говорят сами сотрудники. Александр Севастьянов, Даниил Кинжаев, ТНВ, Казань. Есть такая профессия – события создавать. Сотни представителей ивент-индустрии со всей России, а также из Великобритании, Финляндии, Молдовы на 2 дня собрались в Казани. Винтер-ивент-форум стал площадкой для полезных знакомств, нестандартных лекций и обмена опытом. Как Казань оказалась центром ивент-индустрии, расскажет Лина Зинатульна. Казань любит вас. Welcome to Казань. 400 участников из 5 стран. Профессиональных организаторов мероприятий со всего мира принимает Казань. Вчера Иннополис, сегодня Ратуша. 2 дня новых знакомств, полезного общения и вдохновляющих лекций. Своим опытом с участниками форума поделятся более 30 спикеров. Это продюсеры, преподаватели и успешные организаторы самых разных развлекательных и деловых событий. 10 месяцев назад я пробежал 257 километров на юге пустыни Сахара. Исходя из этого замечательного марафона, я составил какую-то карту правил жизни. Главный лозунг организаторов – никакой воды и избитых тем. Вместо банальных рассказов о том, как выиграть тендер, учат мыслить креативно и делать события мирового уровня. С форматом не прогадали, вдохновились лекциями и казанцы, и приезжие гости. Например, выступал Кевин Джексон из Великобритании, и было здорово узнать зарубежный опыт. Хочется уже приехать и потихонечку начинать внедрять у себя в Молдавии. Казань сегодня один из лидеров индустрии, а многие местные команды не уступают федеральным. Очень важно, что люди из других городов выбрали Казань для того, чтобы приехать сюда поучиться, познакомиться. Декабрьский ажиотаж, январское затишье. Для работников ивент-индустрии год начинается как раз с февраля, а лучшее начало – научиться чему-то новому. Лина Зинатульна, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Подпишись на газету и получи телевизор. В акционерном обществе Татмедиа подвели итоги акции «Телевизор» за подписку среди своих читателей. Главный приз уехал в Варский район. Отметим, что в акции приняли участие не только жители Татарстана, но и ближайших республик. Помимо главного приза разыграли комплекты посуды и фотоаппараты. Благодарность, знак внимания нашим подписчикам, которые продолжают сохранять традиции подписки на газеты и журналы, которые несут доброе, вечное. Эфир продолжит программу «Вызов-112». В Казани убили 24-летнего студента, гражданина Республики Чад. Подробности и версии преступления через несколько минут. А пока впереди вас ждет спорт и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Весь февраль прием уролога СУЗИ всего 500 рублей. Только в феврале приходи в аквапарк «Ривьера» и получи 2-й билет в подарок. Данила Мастер. Портрет на памятник бесплатно. 202-38-32. Елена Форс. Лучший выбор шубки с выгодой 50 тысяч рублей. 50 тысяч? А в рассрочку можно? Ну, конечно. В рассрочку еще выгоднее. Елена Форс. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Сейчас или дороже. Бери Nissan в феврале, получи выгоду до 180 тысяч рублей и зимнюю резину в подарок. Хочешь больше? Приезжай, обсудим. Автоцентр Марка. Казань, Чуйкова, 54В. Звони 4 5 3 единицы. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Канавто. Новый официальный дилер автомобилей УАЗ. Обновленный УАЗ Патриот в Канавто с выгодой до 90 тысяч рублей. В феврале дарим дополнительные подарки всем покупателям.
Большой выбор автомобилей УАЗ, выгодный трейд-ин. Канавто 230 30 30. Закончилась гарантия? Это к выгодному сервису. В феврале комплексная диагностика для автомобилей Toyota, Nissan, Mazda 350 рублей. Мойка в подарок. Sky Service. Сеть сервисных центров по ремонту автомобилей различных марок. 235 35 55. Только в феврале Лада Веста с выгодой до 56 900, Лада Гранта до 87 900 и Лада X-Ray до 109 900. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Знание сегодня – лидерство в будущем. Казань-Оргсинтез плодотворно сотрудничает с ведущими вузами России. Каждый год мы повышаем уровень почти 5000 сотрудников предприятия, потому что движение к будущему не должно останавливаться. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. Эгер сіз грандиоз тамаша күткән булсагыз, 25 февраль көнне Пирамида концертлар залында Болгар радиосының милли музыкаль премиясы тапшыру тантанасында барысы да булачак. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Смогли прервать серию поражений. Хоккеисты Акбарса на выезде переиграли финский Йокерит. На протяжении всего поединка подопечные Белелединова были в роли догоняющего. 2-0 поначалу, и лишь в середине третьего периода удалось выйти вперед. А в концовке шайба Джастина Азеведо стала для Акбарса победной. Итоговый счет 4-5. Завтра заключительный матч регулярного чемпионата. Наш соперник Минская Динамо. А кто будет нашим оппонентом в плей-офф, узнаем сразу по завершении этой игры. Битва за Кубок Гагарина стартует 22 февраля в Казани. Хорошая игра сегодня была. Конечно, много пропустили, но и забили мы 5 голов. Так что, надеюсь, эта полоса окончена, и мы начинаем новый путь к Кубку. Долгожданная победа баскетбольного «Уникса». На выезде казанцы переиграли одноименный клуб из Нижнего Новгорода. Последние поражения в Евролиге слегка подкосили настрой нашего коллектива. Однако недельная пауза в чемпионате пошла на пользу. «Уникс» установил свой рекорд результативности в сезоне, обыграв поволжский коллектив 98-112. До оптимального состава еще далеко. До сих пор не вернулись в строй Антон Панкрашов и Вадим Панин. В разгаре лечения Костаса Кымыкоглу не сыграл в Нижнем из-за лимита на легионеров Марко Банич. Также не заявлен на Лигу ВТБ Пол Стол. Но даже с такими потерями «Уникс» результат получил. В следующем туре 20 февраля мы сыграем в Казани с подмосковным клубом «Химки». Сегодня в Казани стартовал ежегодный мастерский всероссийский турнир по борьбе на поясах. Он посвящен памяти заслуженных тренеров России Магаза Сахабуддинова и Асхата Шайхутдинова. На ковры Дворца единоборств вышли около 200 участников. Среди претендентов на главный титул 10 регионов страны, а также борцы Казахстана. Победители получат звание мастер спорта по борьбе на поясах. У призеров есть возможность заработать баллы, по итогам которых также даются спортивные звания. Среди фаворитов местные борцы из Татарстана. Серьезная конкуренция ожидается от представителей соседних республик. В принципе, все сильные борцы здесь. Ребята из Казахстана приехали, из Башкирии очень сильные борцы. И свои, как говорится, со своими тяжелее бороться, которые тебя знают. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Боль в суставах и позвоночнике не только ограничивает движение, она ограничивает жизнь. Магнитотерапевтический аппарат «Алмат-01» дает возможность остановить развитие болезни и вернуть суставам былую подвижность. В феврале купите «Алмат-01» по сниженной цене в аптеках города. Долгожданная акция. С 13 по 26 февраля снижаем цену на «Алмат-01». В аптеках 36,6 отличная и аптеках низких цен. Спешите, количество товара ограничено.
Завтра в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачно, ночью без осадков -16. Днем снегопады и около 11 градусов ниже нуля. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ночью ясная погода, около 15 мороза. Днем синоптики обещают снегопады и метели, -11. На севере Татарстана, в Менделеевске, Актаныше, Агрызе ночью также без осадков до 16 градусов ниже нуля. Днем обещают снегопады и метели, -11. В Арске, в Кукмаре, Балтаси дневные часы со снегом, местами с метелями. Ночью -15, днем около 10 градусов ниже нуля. Сильные снегопады ожидаются и на юго-западе республики. Ночные температуры -13, днем всего 6 градусов ниже нуля. В центральных районах также пасмурно и со снегом. Ночью -15, днем местами до 4 градусов со знаком минус. В воскресенье температуры продолжат повышаться, и в Татарстане установится довольно теплая погода. Ночью в Казани облачно, пройдет снег. Температура воздуха -13-15. Днем ожидаются сильные снегопады и около 7 мороза. Ветер южный, порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.